А вы с женой были, да, в Крокусе? Нет, это дочка у меня. Картину происходящего. Ребят, вчера РИА Новости восстановила картину происходящего в Крокус Сити Холле, и посмотрев эту схему, у меня возникает ряд некоторых вопросов. Давайте вместе смотреть и вместе сразу обсуждать. Смотрите, значит, в 19:50 машина останавливается в Крокусе. Выходят террористы, заходят в здание, видимо, стреляют там всех, проходят по холлу, по гардеробу, и в 20:03 они попадают в зрительный зал. Там они начинают поджоги, там они начинают расстрелы. Это все длится какое-то время, несколько минут. И смотрите, после этого в 20:13 они уже отправляются на машине в сторону города Белгорода. Ну и в 23:07 их перекрывают, магистраль перекрывают, а в 23:30 их задерживают. То есть получается, грубо говоря, незамеченными эти дяди оставались целых 23 минуты. Вот у меня сразу возникает резонный вопрос. Вот Эмин Агаларов уже сказал, что там не было никакой охраны в Крокусе, там были некие контролеры. Ну, то есть их сразу, я так понимаю, устранили. Но смотрите, были же люди, которые сидят в операторской и наблюдают за камерами. Почему они сразу не нажали тревожную кнопку? Я вот посмотрел в интернете, что обычно при нажатии тревожной кнопки наряд быстрого реагирования должен приехать за 2-3 минуты, если это ночное время. И если это, например, дневное время и магистрали загруженные, это может быть 10 минут. Тут получается, что в течение 23 минут никто не приезжал. И получается, люди просто взяли и уехали. Теперь второй вопрос. Помните такие неприятные эпизоды в нашей жизни, как зимняя вишня, как хромая лошадь, когда люди заживо сгорали в помещении? Вот смотрите, Крокус Сити Холл, огромное помещение. У него, насколько я знаю, наверху сосредоточено тонны воды, которые должны тушить любой пожар. И вот, понятное дело, что там было 4 человека, как бы это считается много людей, они начали поджигать в разных частях этот зал. Но, по идее, сразу же должна была сработать пожарная сигнализация, и все это должно было затушиться. Как так получилось? Нет, вы знаете, ни к ФСБ, я просто видел эти фотографии, да, коллажи, скажем так, да, вот, ни к ФСБ, ни к силовым структурам я отношения никакого не имею, я сотрудник строительной компании, поэтому это был не я. Фамилию бы не хотел называть, меня Алексей зовут. Вот. Занимаюсь, как я сказал, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением. Вы знаете, как бы началась суета, вот, но при этом, при всем, как бы, когда осознание пришло, что этот теракт там внизу стреляют, ну, я не понимал, правильно ли выбегать из зала, потому что, ну, там могли быть террористы в поле. Вот, поэтому я просто сидел, ну, как бы пытался холодной головой, скажем так, оценить ситуацию. Потому что это самые первые кадры, и после них все, наоборот, забежали обратно и улеглись по рядам. То есть эти люди, которые там на кадрах выбегают, они по факту не выбежали сразу. Потому что закрыли двери, ну и, собственно, улеглись все по рядам, я сказал. А как вы в итоге выбирались из Крокуса? Знаете, мы только когда легли, буквально, наверное, секунд через 20 сотрудники Крокуса в поле открыли двери и попросили всех эвакуироваться.